Доброго дня, друзья, всем! Наступило время и спашки большого города, участка. Тут у нас с навозом, с удобрением, так сказать. И разбрасывают Маша и помощники. Земля сухая совсем вообще. Как, я не знаю что. Как зола земля, да? Сейчас быстренько это разбросают. Сперва, наверное, этот большой участок будем, где вон тот пахать, давай. И как, Алексей, не помнишь, как пахали прошлый год? А? Эстик искал? Значит, наоборот надо в этом году. Да? Потому что сейчас борозда коловочный, а борозда сейчас не смыльки слабые. Ну, борозду придется делать, да, руками. А руками. Да. Борозда свечан, Приятный ветерок дует. Мария Олеговна. Да. Приятный. И аромат удобрения разносит. Вообще. Аромат черемухи разносит, а удобрения не слышно даже. Слышно. Вот черемуха, да. Запах черемухи идет. Удобрение тоже слышно. Здравствуйте. Вот это поле, друзья, это как бы тут навоза-то достаточно, предостаточно будет. Черемуха. Заморозков не было в этом году пока еще во время цветения черемухи, но зато ветрено. И все равно на цвет сорвет. Все работают там. А нам предстоит, друзья, пахать вот этот участок еще. Но тут, я думаю, этот быстро будет пахаться, потому что тут не надо там класть навоз, там бывать. Это очень быстро произойдет. Ну, не быстро, но легко должно, во всяком случае. Вот. А где-то далеко уже там вытаскивает нашего коня. Плуг. Дядя Ваня вытаскивает. Сейчас коня выведут. Вон выводят там коня. Нашего помощника. Лебедочку нашу. Идет подготовка. Прицепляют плуг. Маша прихорашивается. Ой, если сейчас она меня слышала, что я говорю, ведром бы этим пустым получил бы. Маша, прихорашиваешься?
Перевань, бензинисин адрезе ведраш мозбиликерeze. Tene açı seni gruşu geldi sonra reze benzinis. Vaşen kolle kranse. Ha. Nasıl означённый? Сейчас тыраж, сразу, без поле. Короче, не тут-то было. Не получилось у нас сегодня. Вот в прошлый раз очень хорошо спахала лебедка, а в этот раз ничего. Получилось так, что все признаки, что сальник пробило на коленвале. То пересох, то нету бензина. И как бы все хочется, как бы вот-вот заведется, вот-вот заведется, вот-вот заведется. Не, это уже так было один раз, меняли сальники на сальники. И скорее всего у нас ничего не получится сегодня. А уже там со своими делами занимается, уже все, забросила. Улыбается. Маша! Че? Дела? Дела хорошо. Когда заведешь трактор? Бюджетный, еще не да. Ну, Здорово часто. да. Ничего, если заведется, то заведется. Если нет, то придется искать другую технику. И делать эту. Мы просто там навоз там разбросали, сохнет. Так у нас, друзья, уже, мы, наверное, больше часа с этим мучались. Больше часа, наверное. Вон Маша показывает. 3 часа. Мучались мы с этой лебедкой. А вышло так. Короче, у нас карбюратор не держал бензин. Когда мы, если двигатель не работает, сразу закрывали крайник. Короче, мы в прошлый раз, когда пахали, помнишь, я показывал, там отлично все работало. Открытым остался крайник. Короче, весь бензин с бака ушел в картер. И, скорее всего, я думаю, вот этот бензин размягчил вот этот сальник на коленвале. И вот он как бы хочет заводиться, хочет. Искра есть, бензин есть. Все есть, но не заводится. Короче, вот как бы все время хочет, вот-вот заведется, вот-вот заведется. Это один из признаков. Это уже пройденный этап, надо сальники менять. Сейчас он в недоступности. И вон там разбрызгали навоз, разбросали навоз этот. И он на солнце, дождя нету, он высыхает, надо спахать. И я, короче, решил позвать тут знакомого, у него тоже лебедка, хоть бы он вот лебедкой помог. А дальше уже должно получиться все, надеюсь. Вот. Если что, там еще, если там нормально будет, все еще поснимаю. Вот так. У меня даже настроение что-то упало, друзья. Как так хорошо все начиналось, и эта лебедка, опять. Ну, в принципе, там менять сальники не проблема, просто надо ехать в город. А за 200 километров мне ехать как-то уже это надо ждать опять, кто что-нибудь привезет. Номера сальников еще и забыл. Старые сальники не помню, надо посмотреть там каталоги.
Сгрустнул малость. Единственное, это вот Маша улыбается, и мне приятно. Улыбаешься, Маша? Ну скажи. Не скажешь. Сейчас подъедут мужики и начнем по новой нашу работу. Ну, друзья, приехали мужики и, собственно, начали уже пахать. Ну, привезли лебедку новую, плуг у нас старый, помощники те же самые старые, Алексей и дядя Миша, Маша там и еще там помощник где-то был. Они собирают там корешки. Вот Нившевский знакомый Прокопий, он не отказал. У него вот совершенно другая лебедка. Ну, принцип похожий. Лебедка и двигатель. Двигатель просто тут лифановский стоит. Сцеплением. Не коробка передач, а сцеплением. Сам уже человек на пенсии, но видишь, не отказал. Дяде Мише жарко стало. Там Маша собирает вот эти корешки. Корешки у... Я не знаю, как по-русски, покомийон. Такое вредное такое... Вредный сорняк, плюш, и как, не знаю, как он это самое по-русски. Но корни такие твердые, только вот при пахоте можно их выбрасывать. Потом, если не выбросишь, замучаешься с ними. Ну, как уже говорил, плуг у нас старый, своим плугом пашем, потому что он настроил, четко настроен. Вот смотрите, на прошлом видео, где пахали, кто-то сказал, что маленькое колесо, большое колесо должно идти по борозде. Нет, по борозде должно идти регулируемое маленькое колесо. Высота борозды регулируется вот этим маленьким колесом. Вот. Попеременно дядя Миша и Алексей меняются. Вот сейчас Алексей вручил. Так, еще показываю вот этот лифан двигатель. И на 6,5. Тут должна быть ременная передача. Но они переделали под цепь. Все, друзья, пашем дальше. Уже все спахали. И вот этот небольшой участок остался. Вот такой. Затянулось, правда, это все. Надо было сразу позвать, конечно. А мы что-то все пытались заводить. И так не получилось завести. Вот такой. Там лифановский двигатель у нового блока. Людей много. Громыхает все этот аппарат. И знаете, вот этот аппарат тоже сломался, шнур. Если он сейчас заглохнет, заводить нечем. Шнур сломался впускной. А пашет нормально. После этого даже бурановать не надо. Очень отлично пашет. Вот так. Ну все, друзья, закончили пахать. Прокопий не хочет сниматься. Дядя Миша вон отдыхает. Наконец-то. И знаете, вот этот тоже сломался. Сцепление, короче, сломалось у него. Но еле-еле закончили. Закончили. Вот сегодня такие муторства какие-то получились у нас с этой пахотой. Солнце уже как бы за дом ушло, и сейчас тут тень такая, очень приятно даже после жары. Вот такой участок. Все спахано, все нормально. Ну вот такой блок и тоже сломалось. Сцепление сломалось. Трос оборвался. И уже заканчивали вручную держа, ломом держа сцепление. Вот так. Ну, во всяком случае, закончили. Ну что, пахать закончили. Осталось посадить картошку, ну и там исправить грядки там по концам. Приехала сестра с города.
будет заниматься этим. Вот. Как раз вот сейчас вечер, и жара спала, солнце еще высоко. Это у нас сейчас уже, можно сказать, белые ночи начались, но еще полночь темно. Хумка там вот бесится тоже. Короче, сегодня приключенческая пахота была. Сломался наш, ну, сломалась наша лебедка. И то, что вот односельчанин помог с пахотой, и в конце и у него сломалась. Он уехал со сломанной лебедкой тоже. Вот что тогда значит, наверное? Раз не задалось с утра, Маша все время говорит, не надо уже, раз не задалось. Прекращай уже, я все время там пахал. Вот. Ну, допахали, значит. Потом уже завтра будут сажать эту картошку. Ну и все. На этом заканчиваем нашу эпопею с паханием, со вспашкой земли 2021. Вот так. Ну что, друзья, у нас уже следующий день, второй день, как говорится, огород-то вспахали, и теперь сеют. Сеять, ну, картошку сажать помогает там сестры, одна вот Невшевская сестра Нина, там племянница, и еще Раиса где-то убежала от камеры, что ли, нету где я. Ведро пустое там, не пустое, там с картошкой стоит. И семена, сейчас покажу, семена еще покажу. Вот семена вот в таких ящиках заранее, ну, так в ящиках вот так и прорастают они, в таких маленьких ящиках. Вот. Этот участок там сзади уже, этот участок засеяли, посадили уже картошку. А вот этот, который вот уже почти тоже заканчивают. И с утра я выехал, уже поздно, да. Вот и Раиса пришла. Две сестры, помощницы. Маша, у Маши сегодня... Нет у Маши сегодня, короче говоря. Ушколомская картошка? А вот сорт не знаем, да, вот сестра говорит ушколомская картошка, потому что дали с Ушколома, соседнего района. Нормальная картошка вроде кушаем, давай. А что-то с пюрешкой, да и мама, да, отцу не нравится я. Маму посадили. Да, у мамы Посадили идеал специально да. там. 3 ведра. 3 ведра? Да. Всего 3 ведра идеала посадили. На небе, друзья, собираются тучи, потому что по прогнозу у нас должны пойти дожди. Если правильно, надо сажать, правильно и быстро надо сажать во время вспашки. Тогда и земля не топчется. Вот смотрите, это сколько раз мы ее будем утаптывать потом, когда вот будем сажать. Это каждый сантиметр потом утаптывается. А когда пашешь и сразу, например, ряд спахал, посадил, следующим рядом закопал, потом следующий раз навоз, и вот на третий ряд опять картошку, прямо под плуг. Вот тогда ничего, земля не утаптывается. А сейчас? Я так считаю, но когда пахали еще, что-то не думали об этом. Мы привыкли вот так сажать. Вот так ряд. И человек другой ставит картошку. И все. Вот
нету премудростей никаких. Вот, и на этом пахота 21, видео такая пахота картопель 21. У нас по коми, если там картошка, да, созвучно, наверное, с русского взято это слово картопель. Картопель 2021, посадка, вспашка с посадка, буду заканчивать это видео. Ну и все. Вот так, все зелено, лето, друзья, наступило резко. Ну, думаю, оно резко уже и закончится. Потому что, видите, тучи собираются. И это такие тучи. Такие тучи у нас называются Юра Кумер. Кумер это, ну, туча, облако, а Юра это, ну, такие головастые или что ли. Если дословно. Вот такие. Юра Кумер я с чукарчены, значит, быть дождю. Они потом собираются большие тучи. И будет дождь. Ну, а у нас осталось вот этот участок так вот до меня. Вот с левой стороны вот небольшая бороздка есть. Вот эта бороздка. Почередке сделали бороздку, чтобы легче было справляться. И вот с левой стороны этот участок уже весь посажен. Вот этот, ну, это, думаю, уже через часик, полтора уже все закончат.